Всем привет, дорогие друзья! Нас так давно уже не было видно, но и все-таки сегодня решилась поснимать маленькое видео. Я собралась сегодня за грибами. Погода очень хорошая, солнечная такая, теплая погода. Вот. Вчера весь день был дождь, никуда не выходила. Вот. Огурцы солила немножко. 7 банок посолила лимонной кислотой, как раньше. Вот. Ну что, поехали? Вон, смотрите, красноголовики. Раз и второй. Сначала посмотрим маленький красноголовик. Я сегодня вон с корзинкой пришла. Это мне подарили Ирина Ильчук со своим мужем. Вот такой подарочек сделали 2 года назад, наверное, уже, да. И вот взяла сегодня эту наберушку. Спасибо им огромное, конечно, за подарочек. Вот пришла с этой наберушкой, корзинкой за грибами сегодня. Ну и удачно зашла, оказывается. Грибов здесь еще никто не был. Вот. Но вон смотрю, даже уже и гнилые. Ну вот. Дальше. Еще один гриб. Кстати, наверное, тоже такой же гнилой. О, ножки вон какие гнилые. О. Ну, этот, наверное, уже, я так думаю, совсем гнилой. А вон, смотрите, чистый. Гриб-то какой. Думала, что гнилой. Оказывается, он чистый. Пополам даже ножом срезала, чтобы посмотреть. Так что чистый гриб попался. Ну. Вон и для засолки грибы уже вышли. Вон. Вон опять белый гриб наш. Ой, белый гриб говорю. Красноголовок, но эти уже, наверное, гнилые. Да, вон сколько грибов здесь. Действительно, давно уже не была. Но это какое-то грибное место попала я. Возле дороги слышно, даже мотоциклы уже ездят. Вон опять. Видите, гриб красноголовик виден. И там тоже грибное место попало. А знаете, почему я сюда попала? На это место. Я бы, конечно, сюда и не пришла, если бы не Умка. У нас же сегодня Умка умерла. И вот здесь рядышком мы сюда, и я сюда привезла и похоронила. Вообще не кушала. Или заболела, или я не знаю даже, что ей сказать. Почему умерла. Короче, очень тяжело нам сегодня с Сергеем. Конечно, считаем себя виноватыми, так как ничего не смогли сделать. Надо было, только вот сами вот и говорим, что надо было вот это сделать, надо было то сделать. Но, конечно, у нас бывает такое, что вот собачка не ест почему-то. Ну, бывают времена такие, 3 дня не ест. Но потом обратно начинает. Но мы никак не могли ожидать такого, что еще хуже будет. Ее вырвало зеленый цвет, такой зеленый цвет. Не знаю для чего. Где-то что-то внутри у нее, наверное, что-то случилось. Не знаю.
В общем, не знаем, что случилось. Здесь похоронила. И когда здесь шла, то увидела вот эти грибочки. И вот решила заново сюда прийти. Вон чистый. Гриб чистый. О, чистый гриб. Получается. Меня дожидался. Собираю для засолки грибы. Вон пошли, вон сколько уже набрала здесь для соления. Буду замачивать. И потом с картошкой это очень вкусная еда получается. Вот. Вон собираю здесь. Вон они. Эти пошли грибочки. Так, гнилой уже. Так. Это же гнилой. Такие маленькие, чистенькие. Вот так смотрю и собираю. В это лето один раз уже сходила за грибами на старое место. Там немного тоже набрала грибочков. А сейчас потом что-то перестала. Что-то работы очень много. Вот. И, короче, все как-то у нас не получалось выйти на связь, видео сделать. Все как-то не было времени, можно так сказать, не было времени. Ну, а сегодня вот все-таки решилась. Туда похоронила собаку нашу свою сегодня. Очень жалко, конечно. Но что поделаешь. Надо бы, конечно, нам уже начать полностью заниматься заниматься съемками, потому что, можно сказать, уже отдыхали, набрались сил, можно и уже начать снимать. Ну вот, сегодня у меня это получается первое видео. Конечно, не очень у меня это уже сейчас получается. И так, наверное, не очень получалось разговаривать, ведь Сережа у нас, он умеет болтать, умеет рассказывать. Вот. У меня это, конечно, не получается. Так, я уже начала искать грибы для засолки. Грибочки. Так-то. Он есть, но это, наверное, луговой, как говорится, луговой грибочек. Ну, можно сказать, чистенький. Так. Это, наверное, тоже гнилой гриб. Тоже старенький мужик. Гнилой. Сейчас посмотрим, что за грибочек. А, ножки-то вон чистые, оказывается. Ну-ка. И вот, гриб-то весь белый. Наверное, меня дожидались. Когда же я приду за грибами? Вот видите?
когда же я приду за грибами и соберу их. Этого они меня дождались. Иванчиков очень много. Прям много. Сплошь. Эти иванчики вышли прям вдоль дороги. Это как бы типа березовая роща, что ли. И вот потом красноголовики сюда и выходят. Интересно. Видишь, как получается хорошо. Красноголовик. Один нашла чистенький такой тоже. Чистенький, вон какой большой. Ну, это, наверное, гнилой уже тоже. Да? Это да, это уже старенький. Да видите, ведь не гнилой. Видите? Какой, но не гнилой. Наверное, зубки уберу. Ой, гнилой. Гнилой, оказывается. Вон какая шляпка большая. Да? Вон какая шляпка большая. Это не буду брать, а этот посмотрим. Это тоже чистенький. Просто, наверное, холода были. Из этого, наверное, грибы это чистые пока еще. Маслята. Маслята чистенький тоже. Иванчик чистенький. Это для засолки. Это же для засолки. Ну вот так насобираю и потом, конечно же, домой. Здесь немножко еще похожу, поищу. Вот. И домой. Дома муж. Сережа ждет. Да, он, конечно, сказал, что, может, говорить, не пойдешь, а будешь консервацией заниматься. Но вот все-таки решила выйти, потому что давно уже не была в лесу и очень уж так захотелось сюда заглянуть. Вот, конечно же, приятно в такую погоду в лесу ходить. Но это как получается у меня небольшая прогулка в лесочек. Сегодня у меня выходной, а потом опять работа. Работа и работа. Наверное, Раиса приедет у нас с города и уже начнем копать картошку. В этом году-то рано посадили, где-то после 20-го, 24 или какого числа, наверное, где-то так. Мы картошку посадили и уже, наверное, начнем уже картошку копать. Так как картошка в этом году что-то гниет. Многие сказали, что попадается гнилая картошка, и у нас тоже попалась. Вот. Не знаю, что будет, когда все это уберем. Что будет твориться. Главное, чтобы сухая гниль-то это ничего еще. Каждый год еще понемножку находили. Но чтоб только сырой гнили не было. Если сырая гниль, так и остальная картошка будет гнить потом. Вот. Но придется убирать. Пусть погода только позволит. Хорошая погода, чтобы была. Солнышко. Вот. В этом году будем все это убирать, конечно, вручную. В прошлом году убирали этим агрегатом. И очень много картошки у нас осталось в земле. В этом году все вспахали. Это все у нас все наверху стало. Как бы появилась картошка, у нас все вышло.
то, что очень много осталось. Ну, в этом году, наверное, будем вручную копать. Так, наверное, более всего лучше. Вишгоб. Ручно по-русски, как это? Не Иванчики, а... Как и называется? Короче, забыла. Но посмотрим. Гнилой, не гнилой. Вот как сразу зашла, сразу и гриб нашла. Вон, смотрите. Ты ущая. Короче, гриб чистый. Ну что, пошли? Прогулка по лесу. Ага. Там и лаланчакис. Но это гнилые. Вот. Ой. Путники. Вон сколько путников. Ага. Посмотрим. Для засолки путники собираем. Сегодня намочим их. Вот. И в прошлом году у меня я никуда не ходила за этими. Не солила грибы в прошлом году. Вот. Так, вон опять нашла грибочек. Вроде бы чистые. Так. Ну, у меня уже корзина, конечно, почти полная уже. Вот. Здесь и чернику можно собирать. Вон черника. В этом году даже и чернику не ходила собирать. Какая вкусная. Надо бы, конечно, хотя бы немножко собрать. Вот смотрите, и брусника-то вон уже красная. Вон поспела уже и брусничка. Угу. Вон какая уже красная брусничка. Сладкая такая. Я иду прямо к грибочку. И 2 гриба таких. Но они уже, наверное, гнилые. Даже и не буду, наверное, смотреть. Или посмотрим. А, там еще 2 гриб. Оказывается, вон, смотрите. Там еще нет, чистый. Ага. Натолкнулась. О, на красноголовике. О, ой, как хорошо. Вы посмотрите, там вон 3 штуки еще. О, как хорошо. Меня дожидаются. Я всегда это так говорю. Меня дожидаются. Вон чистая ножка, чистая, все чистое. Я дома уже буду. Как удачно пришла, да? Вон, посмотрите, все чисто. И здесь тоже, наверное, то же самое, да? Ножка чистая. А вон у меня корзина наполняется. Спасибо лесу. Вон, а это, наверное, гнилой. Гнилой? Ну да, это гнилой. Спасибо лесу. Так, дальше. Здесь что? Здесь что? Тоже вон гриб. Тоже вон грибочки. Угу. Да, видите? Грибы стоят. Пока чистые грибы. Здесь, ну, это не подберу уже.
чистый тоже. Видишь как. Видишь как. Это тоже не то. О, вон грибочки какие большие, да? Шляпки какие. О, вон какие большие. И, кстати, все чистые ведь. Ну надо же. Вот это все убираешь. Вон. А там все чисто. Вон, посмотрите, белое. Почему бы не взять? Да? Почему бы не взять? Когда чистое все. Потом пойдем по этой дорожке. Туда тоже дорога вон куда-то ведет. Но я пойду по этой дорожке. Так как сюда, в эту сторону, и прихожу. Здесь круг сделаю и обратно. Ножка чистая. Вон, смотрите, ножка чистая. Не гнилая. Как же хорошо в лесу. Я опять грибочек нашла. Все чистые, кстати. Все чистые. Шо. Вон здесь уже гнилые. Да. Грибы гнилые уже. Вон тоже сколько здесь. О, о. Но здесь уже вон ножки гнилые показывают. Да. Так, ковыряем. Там что? Вот это ставим сюда. Это же гнилые уже это. Ирина, смотрите, ваша корзина какая у меня удачная. Везучая корзинка, тю-тю-тю, чтобы не сглазить. Видишь, как полную корзину собрала. Ирина, привет. Спасибо за корзину. Вон, смотри, какая полная уже набрала. Такой твердый. Такой твердый. Красотки. Какие красотки. Ну это не то. Это не то. Да? Да. Пусть там ходят. Вот. В прошлом году здесь только грибов. А почему? В прошлом году я здесь же была. Здесь тоже очень много грибов было, но уже все гнилые уже были. Почему-то попалась уже на гнилые грибы. Вот. А в этом году, можно сказать, еще повезло.
Ну, в общем, я сегодняшней прогулкой осталась очень довольной. Ну, вот так. Ой, вон еще нашла. Такой круг сделала, а теперь обратно домой. Полным коробом грибов. Только чтобы не попадало у меня, пока буду идти до машины. Вон еще грибочек. Красивенький гриб, кстати. Вон еще гриб. Это тоже красивый гриб. И там грибочки. Вон еще грибочек. Ой, это гнилой, наверное, да? Что ли? Гнилой. Нет, просто ножка гнилая, оказывается. Это вот так уберем. Вон как чисто будет. Вон еще нашла один грибочек. Возьму тоже. Все. Иду к корзинке своей. И, наверное, все. Выхожу. Больше никуда не влезает. Вот моя корзинка. В руке у меня еще. Все. Выхожу. Корзина полная. Прям с горкой. Конечно, извините, давно же не выходили на связь, как говорится. Видео не снимали. И я, наверное, уже разучилась. Извиняюсь, если что-то не так, конечно. Конечно, очень большая утрата у нас сегодня. Умка умерла. Это большое горе для нас. Сначала малышка, потом Умка сейчас. Айда. Не знаю, почему так все случилось. Надеюсь, все уладится. У нас сейчас в доме 3 кошки. У сватов принесли 2 кошки маленькие, рыженькие такие. Барсик. Он у нас нянечка. Сначала малышку нянчил. Да, всякое. Там и мышек, и птичек. Сейчас очень много ловит. Как малыша тоже учил. Ему приносил там всякие, да, мышек. Ну и сейчас тоже. Для наших маленьких котят. И мышки, и птички. Чего только не приносит. Ну что потом. На этом я свое видео заканчиваю. Вот. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.